Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Центр поддержки экспорта в Якутии был создан в 2018 году как структурное подразделение агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта региона. Благодаря работе центра экспортно-ориентированные предприятия Якутии имеют доступ к различным инструментам развития и мерам поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности. Поговорим о работе центра. Гостья студии Лина Петрова, генеральный директор Центра поддержки экспорта Республики Саха-Якутия. Лина Даниловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова основная деятельность Центра поддержки экспорта Якутии? Центр поддержки экспорта Якутии действует в рамках двух национальных проектов. Это малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы и международная кооперация и экспорт. Основная наша задача – это продвижение местных товаров и услуг на внешние рынки. Мы помогаем компаниям масштабировать их рынки сбыта, помогаем им налаживать внешнеэкономические связи с потенциальными зарубежными партнерами. И в целом мы облегчаем их выход на экспорт благодаря мерам государственной поддержки, которые предоставляются Министерством экономического развития Российской Федерации. А мы эти меры доводим до экспортеров, получателей услуг в Республике Саха-Якутия. Вот какие меры господдержки предоставляет Центр? Вот именно экспортоориентированным предприятиям, конечно же. Да, у нас услуги очень обширные. Наши услуги, они подходят как для компаний, только начинающих экспортную деятельность, которые только ее планируют. Например, мы проводим семинары, мастер-классы по основам экспортной деятельности. Компании, пройдя наши семинары, у них складывается общее понимание, что за эта сфера, как на ней правильно работать. И также приходят к нам опытные компании. Опытные компании приходят к нам для участия в бизнес-миссиях, международных выставках. Они получают у нас услуги по транспортировке. Также мы можем организовать для компаний поиск партнера, не выезжая за пределы Якутии, поиск партнера за рубежом. И в целом наши услуги, они предоставляются в рамках реализации экспортного проекта. Сам экспортный проект, он проходит 6 основных этапов. Первый этап – это когда компания должна определиться со страной, куда она должна экспортировать. На первом этапе компании могут приходить к нам для участия в международных выставках, могут заказать у нас маркетинговые исследования. Когда компания уже определилась с рынком сбыта, то есть когда она принимает участие в выставках, она может прощупать рынок, в какой стране больше проявляет интерес к их продукции или к услуге. И затем на втором этапе компания должна будет уже подготовить разрешительные документы на экспорт, когда она определилась уже со своей страной. Например, для того, чтобы экспортировать тот же мед в Арабские Эмираты, компания должна будет получить сертификат ESMA, который стоит примерно около $4000 США. И Центр поддержки экспорта, он может покрыть до 80% затрат на данную сертификацию. Или, например, для экспорта пушнины, тех же шкур волка необходим сертификат CITES, который разрешает легальный экспорт данного вида товара за рубеж. На третьем этапе, когда компания уже подготовила разрешительные документы, она может уже непосредственно выехать на переговоры к зарубежному покупателю тет-а-тет. И тогда может запросить у нас услугу по организации бизнес-миссии. Или по сопровождению самой экспортной сделки мы можем предоставить профессиональных переводчиков, помочь компании заключить экспортный контракт. Когда компания заключает экспортный контракт, она уже начинает готовить товар к отгрузке или производству. На данном четвертом этапе компания может получить льготный кредит под экспортный контракт или под импортный контракт, который выдается Российским экспортным центром. Это наш головной офис, который находится в Москве и в целом курирует деятельность по экспорту по всей Российской Федерации. На пятом этапе, когда компания уже подготовила товар к экспорту, она начинает готовить таможенные документы, то есть отгрузочные документы, которые разрешают вывоз продукции за рубеж. И на данном этапе мы можем компаниям оказать услуги по привлечению таможенных представителей. Мы оплачиваем их расходы по подаче таможенной декларации в таможенные органы Российской Федерации.
Когда есть уже документы к выпуску продукции из Российской Федерации, компания уже начинает прорабатывать логистику. И на данном этапе мы можем оплатить расходы по транспортировке товара до крайней точки по России до 80%. И самый последний этап, это седьмой этап, это получение валютной выручки. В целом компании могут как обратиться к нам, Центр поддержки экспорта, также через нас, компания Якутия, они могут получить услуги Российского экспортного центра, которые также организуют бизнес-миссии, выставки. Информацию об этих выставках они могут найти на цифровой платформе «Одно окно». Федеральная цифровая платформа, на которой компании могут найти ответы на все вопросы, касающиеся международной торговли. Ну, действительно, оказываете широкий спектр услуг, в принципе, полный цикл, можно даже так сказать. Да. А вообще, кто может воспользоваться услугами вашего центра? То есть те, кто хотят именно на экспорт выходить, или любая компания? Мы можем оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, которые определены 209-м федеральным законом. При этом эта компания не должна находиться в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства. У нее не должно быть задолженности перед региональным бюджетом, перед федеральным бюджетом и по выплатам федеральной налоговой службы. Ну и для нас очень важно, чтобы эта компания, она имела готовый товар или услугу, которую она будет продвигать на экспорт. Вот какие товары вообще в целом экспортируются из Якутии? Что вас требует? Ну, я хочу сказать, что товарная номенклатура Республики Саха-Якутия на экспорт, она характеризуется сырьевой направленностью. У нас 95% товаров – это сырье. У нас экспортируются алмазы необработанные, сжиженный природный газ, антрацитный уголь с южной части Якутии и руда. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то они экспортируют, ну, большей части это бивни мамонта, полуфабрикаты из них и изделия. Идет пушнина на экспорт, это шкуры соболя, волка, экспортируется чай из Якутии, ветеринарные препараты. Якутский котловой завод, например, он экспортирует котлы длительного горения в Казахстан. Также идет на экспорт продукция ФПК Якутия, к примеру, через малый и средний бизнес. Это их энергетический напиток ЕС и водка, а также рыбная продукция. Какие страны являются наиболее перспективными, если говорить об экспортном сотрудничестве? Ну, в первую очередь надо говорить о странах Евразийского экономического союза, куда входит Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия. Также это страны СНГ, Узбекистан, Таджикистан. Это страны Средней Азии и Северной Африки, куда входит Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Конечно же, для нас стратегически важным является работа со странами, которыми находятся в непосредственной близости от Якутии. Это Китайская Народная Республика, Монголия. И мы планируем выход в этом году во Вьетнам. Ну, география широкая, да, достаточно таки, да? Но вот какая услуга является наиболее востребованной у предпринимателей, если говорить в вашем центре? Ну, многие компании приходят к нам для участия в международных крупных выставках. В этом году мы организовали 5 таких выставок. Это выставка Продэкспо, которая проходит в Москве, это выставка продуктов питания, это выставка Акватерм Аква для производителей отопительного оборудования, это выставка Мир охоты и рыбалки, где у нас принимают участие производители якутских ножей и производители товаров для отдыха. Это туристическая выставка МИД, она очень крупно проводится в Москве. И в этом году впервые за долгое время мы совместно с Министерством внешней связи и делам народов Республики Саха-Якутия организовали участие компаний в Харбинской торгово-экономической ярмарке. В рамках участия компании, в принципе, они полностью могут бесплатно разместить свою продукцию на выставке. Как бы все услуги предоставляются бесплатно, даже переводчик и раздаточные материалы. Вот ежегодно Центр поддержки экспорта при координации Министерства внешних связей и делам народов республики проводит конкурс «Экспортер года».
Вот как зародилась идея проведения такого конкурса, ну и кто может принимать участие в нем? Мгм. Данный конкурс он проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он проводится у нас начиная с 2020 года. Мы сначала его проводим на республиканском этапе самостоятельно, и компании, которые приняли участие у нас на региональном уровне, мы потом подаем заявки на участие их в окружном этапе. Так, в 2020 году у нас первое место заняла компания «Туско» за экспорт изделий из бивня мамонта в Китай. И в этом же году она одержала первое место уже в Дальневосточном федеральном округе. В 2021 году у нас первое место заняла компания «Жиженый природный газ». Она экспортировала его в Монголию, ну и после она начала поставки газа в Китай. В 2022 году у нас компания «Сахачай», приняв участие у нас в республиканском конкурсе, мы подали ее заявку уже в окружной этап, это по Дальневосточному федеральному округу, и она заняла 2 и 3 места по номинациям «Лучшая женщина-экспортер» и «Производитель товаров с высокими переделами». А в этом году у нас первое место получила компания «Хатубакт» за экспорт ветеринарных препаратов в Казахстан. Мгм. Ну, направления совсем разные, да? Да. Действительно, можно это отметить. Вот поделитесь ближайшими планами на этот год. Мгм. В этом году мы планируем проведение мастер-классов и семинаров. Например, в сентябре самое ближайшее мероприятие у нас будет посвящено регистрации компаний на цифровой платформе Cypher. Cypher — это китайская платформа. Начиная с прошлого года Государственное таможенное управление Китайской Народной Республики оно вело требование, чтобы производители продуктов питания обязательно получили номер импортера через данный сайт. И этот семинар он будет посвящен именно тому, как это надо сделать, как это можно сделать самостоятельно. Также у нас будут семинары, посвященные онлайн-торговле, деловой коммуникации и маркетингу. В этом году, в сентябре, мы планируем бизнес-миссию в Гонконг. У нас также в октябре будет бизнес-миссия в Монголию. Мы планируем организовать участие компании в международном форуме в Москве, сделано в России. И в декабре месяце мы организуем участие компаний в крупной международной выставке во Вьетнаме, Вьетнам Экспо. Ну и мы приглашаем слушателей, кто хочет принять участие в выставке, обратиться к нам, и мы тогда обязательно постараемся качественно организовать ваше участие в крупных выставках. Ну что ж, Лена Даниловна, планов много. Да. Желаем успешной реализации всех проектов. Ну и, конечно же, побольше экспортеров от нашей Якутии. Большое спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.